Салам алейкум всем, друзья! Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC, назвал Макрона тварью. Чемпион UFC обратился к мусульманам, и его поддержали больше 1 миллиона человек. Нурмагомедов жестко раскритиковал Макрона за отношение к мусульманам. Российский боец смешанного стиля ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к подписчикам в Instagram, назвав президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Он заявил, что провокации против исламского мира не пройдут бесследно, и посчитал, что Макрон под лозунгами свободы слова оскорблять чувства более 1,5 миллиарда верующих мусульман. При этом боец прикрепил фото политика с наложенным на его лицо отпечатком ботинка. Запись спортсмена уже собрала более 1 миллиона лайков и 800 тысяч комментариев. Среди поддержавших Хабиба есть и другие российские бойцы ММА: Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов и Рамазан Эмеев. Пост стал реакцией спортсмена на слова Макрона о кризисе ислама. 29 октября во Франции произошло несколько вооруженных нападений. Выходцы из исламских стран атаковали церкви и полицейских. Это стало следствием речи Макрона, в которой тот обличал кризис ислама и критиковал качество интеграции приезжих мусульман во французское общество. Поводом для выступления французского президента стало убийство школьного учителя Самуэля Патти. Его обезглавили из-за того, что в рамках программы о свободе слова он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, за которые сторонники исламского государства, террористическая организация, запрещенная в России, застреляли редакцию журнала «Чарли Хэбдо». По данным правоохранительных органов, убийцей оказался чеченец, который родился в Москве и в 6-летнем возрасте переехал вместе с семьей во Францию, где получил статус политического беженца. Первыми убийцу французского учителя поддержали российские бойцы ММА Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Имадаев назвал его героем, а Дураев заявил, что во Франции свобода слова потеряла свое начало. Позже спортсмены удалили публикации в социальных сетях. Руководство UFC открестилось от связи с Имадаевым, участвовавшим в 3 поединках под эгидой промоушена после его слов поддержки в адрес убийцы. В организации заявили, что спортсмен с лета не является бойцом промоушена. Нурмагомедов не впервые высказывается на общественно-политические темы. В сентябре 2018 года боец одобрил отмену концерта певца Егора Крида в Дагестане. Причиной стали многочисленные угрозы в адрес артиста. Нурмагомедов отреагировал на случившееся фразой «невелика потеря». Позднее, в ноябре того же года, спортсмен выступил против работы ночных клубов в республике. В феврале 2019 года Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями из-за проведения в Дагестане спектакля «Охота на мужчин». Спортсмен раскритиковал непристойное содержание постановки и заявил, что подобные мероприятия не должны проходить на территории республики. Он также призвал представителей власти быть мужчинами и отреагировать на прямое оскорбление. Завершивший карьеру, Нурмагомедов не собирается заниматься политикой. Спортсмен завершил карьеру бойца ММА 24 октября после победы над американцем Джастином Гейджи. Тогда дядя спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов заявил, что бойцу неинтересна политика, и он не хочет управлять общественным мнением. Хабиб является одним из самых популярных россиян в Instagram. На его страницу подписано более 25 миллионов пользователей. Вот так вот, дорогие друзья. Теперь давайте под конец в комментариях напишем, что вы думаете по этому поводу. Всем доброго вечера и до новых выпусков.